Скандальная история в России. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, как самого главного защитника прав мигрантов пытаются выгнать из России. Подписывайтесь на наше обновление, чтобы всегда оставаться в курсе событий. Российская правозащитная организация «Комитет против пыток» направила срочное обращение в Европейский суд по правам человека по поводу задержания и возможной депортации из Российской Федерации правозащитницы мигрантов Валентины Чупик. Комитет против пыток просит Европейский суд по правам человека применить правило 39 и таким образом приостановить высылку Чупик из России в Узбекистан, гражданкой которого она является. И, к сожалению, не говорят ничего. Трудно дозваться конвоиров, но можно. Когда они приходят, они говорят, что они ничего не знают, они ничего не решают. Мне нужно ждать, что обо мне решат. Я была не осведомлена о том, что ко мне пытался приехать адвокат. Мне об этом даже не сказали. Это я узнала потом из его сообщения. И ко мне не допускают никого, со мной никто не разговаривает. Валентину Чупик задержали в аэропорту Шереметьево 25 сентября. Ее уведомили о лишении статуса беженца на территории России и запрете на въезд в страну до 2051 года. Защитницу отправили в спецприемник. 26 сентября она вышла на связь со своим коллегой Александром Кимом, которому рассказала, что в спецприемнике постоянно горит яркий свет, нет средств гигиены, к ней не пускают адвокатов и ничего не говорят о ее правовом статусе. А потом другой ФСБшник сказал: это же напрямую связано с вашим поведением. Вы же говорили, что в МВД у нас системная коррупция. Вы же жаловались без конца на задержание мигрантов. И все полицейские Москвы, Санкт-Петербурга, областей жалуются на вас. Вот прям все жалуются. Что вы могли сделать? По-другому было невозможно. Мне очень жаль, сказал. Как вы относитесь к такой ситуации? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. В своем обращении в ЕСЧП юристы указали, что Валентине должны предоставить доступ к адвокату и возможность защищать свои права. Мы обратились в Европейский суд по правам человека с прошением по 39-му праву о приостановке выдворения до рассмотрения апелляции, который применяется при исключительных обстоятельствах. Европейский суд рассматривает срочное обращение довольно быстро, но сейчас счет идет на часы, отметил юрист Мария Задорожная. Между тем, полицейские пришли с обыском в квартиру, где проживает Чупик со своей 84-летней матерью Любовью Каденцовой. Как пишет «Новая газета», мама Валентины тяжело больная и лежачая. Они требуют ее документы. Они зашли в квартиру. Дверь была открыта на случай, если придет сиделка или придется вызывать скорую, сказал Александр Ким. Валентина Чупик переехала в Россию в 2006 году после андижанских событий в Узбекистане. Она покинула страну из-за того, что начала получать угрозы от сотрудников спецслужб. В 2009 году Чупик получила в Российской Федерации статус беженца. Уже много лет она живет в Москве, где основала правозащитную организацию «Тонг Сжахани» «Утро мира», которая оказывает бесплатную юридическую помощь мигрантам, столкнувшимся с незаконными задержаниями полицейских и депортацией, невыплатой зарплаты и другими нарушениями прав приезжих работников. Каденцова также остается гражданкой Узбекистана. У нее остеопороз в такой степени, что она не может передвигаться самостоятельно, только на костылях или в коляске с чужой помощью, пояснил Ким. Это мать Валентины Чупик. Сама же Валентина утверждает, что она просто помешала властям России реализовывать свою программу по отношению к мигрантам, ведь защищала их права, потому ее выдворяют из страны. Я боюсь, что меня там немедленно посадят в подвал СНБ. Я не уверена, что меня убьют, но ввиду моего характера это возможно. Просто я же сдаваться не умею и трусить не умею. Поэтому они могут решить, что содержание меня слишком ресурсозатратно, и прибить. И это, в общем, не такой плохой выход. Гораздо хуже, если меня будут долго держать и мучить. В том, что будут держать, я практически уверена. А вы как думаете? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.